конкретизированы требования к проекту проектов соглашения, они содержат оценочные понятия. Пункт 3.1.3. Отсутствуют требования к содержанию отраслевого технического задания, не учтены согласования самого застройщика. Пункт 1.21. Порядка и пункт 4.1.2. Примерной формы соглашения. Рекомендуется исключить пункты по отзыву разрешений на строительство. Исключить пункт 2.1 о самостоятельном расчете потребностей в социальных объектах застройщика. Далее. Замечание предложения контрольной счетной палаты города Якутска. Оценивается следующим образом: есть правовой риск, федеральным законодательством не предусмотрены обязательства застройщиков по уплате инфраструктурного сбора и строительства объектов вне рамок КРТ. По мнению контрольной счетной палаты, есть недостаточная обоснованность в стоимости расчета строительства. Далее, требования, которые указаны у нас в тексте самого нормативно-правового акта о расчете относительно емкости 550 мест, тоже недостаточно обосновано. Отсутствует механизм ежегодной индексации сбора, то есть пересмотр возможен только через изменение самого нормативно-правового акта. В частях нормативно-правового акта идет ссылка на разные стоимости. Где-то указано с применением коэффициента 1/3, то есть 3097 рублей. А в самом нормативно-правовом акте указана базовая величина 12389 рублей. Также указан риск роста цен на жилье. В замечаниях и предложениях правового департамента окружной администрации города Якутска есть указания на ошибки редакционного и орфографического характера. Также есть дополнительные замечания по уточнению понятия общеобразовательная школа. Также рекомендуется в пунктах 3.6 и 5.5 исключить термин «своевременное» и заменить в пунктах 1.13 и 1.14 слова «разрешение на строительство» и «разрешение на ввод в эксплуатацию» на «начало и завершение строительства». Также рекомендуется дополнить пункт 1.17 тем, что передаваемое технологическое оборудование также должно быть без обременения и ограничения. В пункте 2.3 формы соглашения рекомендуется слово «застройщик» исключить.